Цей випуск М'явзу досить незвичний. Ми знаходимося в колонії на заході України, де утримуються військовополонені росіяни, які зі зброєю в руках прийшли воювати в Україну. В цьому випуску ми будемо розмовляти з військовополоненим з Криму. Про що він думав, коли йшов, і чому зрадив своїй державі. Дивіться в цьому випуску. Представтесь, пожалуйста. Меня зовут Кадиров Илимдар Аджимамбетович, 14.10.1974 года рождения, уроженец Узбекистана, Джизакской области. В данный момент прописан и проживаю в Крыму, в Разолинском районе. Вы даете согласие на запись этого интервью? Да. И потом публиковать это все будем? Даю. Вы крымский татарин? Да. То есть вы родились в ссылке, правильно я понимаю? Да. Расскажите немного о своей истории, как это произошло. Ну, ваша жизнь в ссылке, возвращение в Крым. Ну, я родился в Джизакской области, Джизакский район. Закончил школу на узбекском языке. 18 лет, когда исполнилось, в 1992 году переехал в Крым, в Разолинский район. Почему вы переехали в Крым? Ну, на историческую родину, с родителями, с семьей. Расскажите про жизнь в Крыму, чем занимались, как жили. Ну, первое время там сельское хозяйство, пока колхозы, совхозы. Это какой были. год? С какого года вы живете в Крыму? В 1992 году. Ну, сельское хозяйство, ну, в основном хозяйство. Потом уже где-то с 99 года там, по строительству, там, по берегам работал в сфере общепита, ну, в кафешках, там, 7 лет официантом, 2 года потом плов, мангал. У вас семья, дети есть? Ну, в разводе дети есть. Вы гражданин Украины? Да, бывший. А почему вы говорите бывший? Ну, сейчас гражданин России в данный момент. А с украинским паспортом что сделали? Лежит дома. Ну, то есть фактически вы гражданин Украины? Да. Вы прожили в Украине, расскажите про жизнь в независимой Украине. Когда мы переехали, не знаю, как сейчас, были такие законы, что надо было 7 лет прожить в Украине, чтобы получить гражданство. То есть на советский паспорт ставился штамп трезубец, прописка. Это являлось как бы вид на жительство, наверное. По истечении 7-летнего срока в 1999 году я получил гражданство Украины и гражданский паспорт, украинский паспорт. То есть процедура, в принципе, такая же, как и у всех крымских татар, которые Да. возвращались домой после 91 года. Что вы можете сказать о жизни в Украине? Ну, было все нормально, все устраивало до начала там, второго Майдана. А так было все нормально, мне нравилось все. То есть меня как государство, как страна устраивала Украина. А что случилось, когда начался второй Майдан? Ну, весь бардак начался, чуть-чуть прозевали Крым, получается. Украина прозевала Крым. Да. А вы как относились к тому, что пришли российские войска в Крым тогда? Нормально, ты так и жил, как жил раньше. То есть ничего не поменялось? А вы видели 26 февраля, как крымские татары, ваши соотечественники, выходили на проукраинские митинги? Видел, я в то время работал в семье земли. Вас там не было? Нет. А как вы относились к тому, что крымские татары поддерживали Украину? А я никогда с детства не интересовался политикой. Я всегда держусь в стороне от политики. То есть ни на выборы не хожу никогда. Ну, один раз в жизни ходил, и все. Так. Ни митинги, ни политической жизнь меня вообще не интересовала. Мне надо было работать, и все. А вы знаете причины, наверное, почему Россия пришла, оккупировала Крым, там потом еще началась война на Донбассе? Почему это все происходило? Вы хотя бы этим интересовались? Потому что это те события, которые непосредственно на вашу жизнь влияли. Ну, по моим анализам, получается, из-за недопущения НАТО приближения к границам, к российским. Для этого надо было Крым, Донбасс. А почему вы пошли в армию? Вы же военнопленные считаетесь, вы военнослужащие Российской Федерации. Почему вы пошли? У меня цель была вообще-то, ну, изначально поехать на работу, ну, через военкомат. Это делается, я одно время работал высотником, устанавливал
Мачты интернет, ну, телефонной связи, анкерные мачты, там 60-40 метров. В то время был подбор, ну, набор на работу для восстановления связи в Сирии. Нужны были инженерные работники, которые работали, там, имеют опыт работы. Это обязательно через военкомат. Ну, то есть гражданские лица не допускались туда. То есть вам нужно было стать военнослужащим для того, чтобы Да, поехать на обязательно эту работу. принадлежать какой-то военной части. И вы подписали тогда контракт Да. и поехали в Сирию. Нет. Поехали, сначала нас отправили в Херсонскую область, как бы отменили Сирию, сказали, Это что в какой год Херсонской был? области. Какой год это был? Это 22 год, ноябрь. То есть это уже было полномасштабное вторжение Да. России. А вы понимали, что вы подписываете контракт с Министерством обороны Российской Федерации и можете попасть в зону боевых действий? Да, тогда? понимаю. И вас это не остановило? Нет. У меня просто такой вопрос. Для того, чтобы подписать контракт с воюющей страной, которая воюет на территории чужого государства, нужна быть, ну и понимая, что вы можете попасть в зону боевых действий, но должна же быть какая-то мотивация, наверное. Да нет, мотивация только работать, заработать деньги. Зарабатывать деньги? Да. При каких Тем более обстоятельствах? изначально цель была другая. При каких обстоятельствах вы попали в плен? После второй контузии, это вторые сутки боя, после второй контузии я уже очнулся в плену. То есть по факту вы не выполняли никаких инженерных работ, вы были обычным военнослужащим, Ну, который... сначала мы стояли как рота охраны в Херсонской области, это Генический район, недалеко от Новоалексеевки. А потом нас переброска в Запорожскую область под Работино. Так быстро очень происходит. И вас отправили штурмовать? Да. А вы не говорили, ну я инженер, я не буду... Там уже Нет никакого права выбора, да? нет. Когда вы находились в Херсонской области, там очень много ваших соотечественников жило и живет, скорее всего. Есть, да, есть. Вы видели их? Конечно. Я почти 9 месяцев там был. Как они реагировали на то, что их соотечественник в лавах оккупационной армии? Нормально жили, работали. То есть они никак не проявляли своих Нет. эмоций? Как вы оказались именно в этой колонии? Ну, по предписанию суда, я так понимаю, То есть вы По осужденный вердикту гражданин Украины, получается? да. Статья 111, часть 2, 15 лет. О чем говорит эта статья? Измена Родины. А вы не служили в украинской армии срочную службу? Я вообще срочно не служил. То есть вы сразу контракт подписали? Да. Когда вы зашли в эту комнату, вы не удивились, что здесь ваши соотечественники? Да нет. Не удивились? Как происходила ваша служба? Чем вы мотивировались, наверное, неправильно будет сказать. Ну, что вы делали, какие у вас были эмоции, когда вы находились на территории чужой страны? Ну, по факту для вас это не чужая страна, но по факту в составе чужих войск, вот так вот скажу, да, условно говоря, это будет, наверное, более правильно. Страх, что вы испытывали? Ну, особых эмоций никаких не было. Служил, дослужил и все. Там, то есть как-то глубоких мыслей, там, каких-то фантазий, там, ничего такого не было. Сколько денег вы зарабатывали, когда служили в российской армии? Ну, что-то в районе 200 тысяч. Это если ты находишься за границей. Этого жалования, так скажем, вам хватало? Вы были довольны этими деньгами? Нормально хватало. А вы понимали, что вы, по сути, являетесь оккупантом? Нет. Почему? Потому что мы стояли тогда на обороне Крыма, потому что должен был быть контрнаступ. То есть у вас не было, да, понимания, что Крым — это для России чужая территория? Нет, А сейчас? тоже нет. А когда вы зашли в Херсонскую область? 22 или 23 ноября. Ну, когда вы зашли в Херсонскую область, у вас было это понимание, что вы уже... Нет, там все уже, когда мы пришли, уже была мирная жизнь, люди работали. Хорошо, но это же раньше было чужое государство другое, как и Крым. Уже не чужой, получается. То есть вы себя не считали, да, там, человеком, который пришел на Нет. чужую землю? Ни чувства вины, ничего я не испытывал. И сейчас не испытываете? И вообще ни капельки. А вы хорошо знаете историю крымских татар? Хорошо знаю. Можете вот вкратце рассказать?
Что именно? Ну вот с момента, как вы помните, ну что вы знаете об истории крымских татар, что это за нация, как она формировалась, что было? Ну, я даже глубже могу рассказать, я думаю, вплоть до Ногайского ханства. Так что это не было для меня это чужой страной. Ну Если хорошо, интересно. расскажите. Хотя я не думал, что настолько глубоко провокационные вопросы пойдут. Расскажите вот просто, что вы знаете. Я же не заставляю вас говорить то, чего вы не хотите говорить, или то, чего вы не знаете. Или то, что у меня нет никаких предложений по вашим ответам. Ну, у вас какая часть истории? Ну и давайте, не знаю, с периода Крымского ханства расскажите. Ну, об этом можно много дискуссировать. Вкратце. Крымское ханство, вообще, где проживали крымские татары, когда-то относилось к Османской империи. Потом 1786 год, получается, русско-турецкая война. После этого уже начала принадлежать к Российской империи после русско-турецкой войны. Вы знаете, с кем больше всего воевало Крымское ханство? Больше всего с казаками воевали. Вот если вас это интересует. Вот я сейчас прочитал все книги относительно вот Украины с гетьманства. Ну, начал с книги «Слова о полку Игореве» и до взятия Батурина, до Полтавы, до всего этого. Еще с тех времен воевали с Крымом. Все время на Крым как бы свет клином сходился. Любая война цепляла Крым. Любая война, которая даже не касалась ни России, ни Украины, все равно цепляла Крым. Смотрите, я вам показываю российскую Википедию на русском языке, которая, ну, Википедию тяжело назвать российской, конечно, но на русском языке, то есть то, что редактируют преимущественно русские. Страницу показываю, которая называется «Список войн и вооруженных конфликтов России». И здесь есть таблица, где первые страны – это те страны, с кем больше всего воевала Россия. Я вам даю. Какая страна первая? Польша. А до Польши? На первом месте что? Польша вторая. Крымское ханство написано. Да. Сколько конфликтов? 14. Больше 14, там еще знак больше. То есть некоторые войны даже не зафиксированы, скорее всего. Вы точно хорошо знаете историю? Ну, более-менее. Ну вот вы сейчас сделали принципиальную ошибку. То есть больше всего крымские татары воевали, как оказалось, с русскими. А с украинцами... Не, ну это официальная война. Ну это, смотрите, это российский российский. источник. Это же не какая-то украинская пропаганда, как он там рассказывает, знаете, по российскому телевидению и тому подобное. Это, ну, как бы источник исторический и тому подобное. То есть Википедия, все знают этот сайт. И вот как бы... Ну, то есть я не взял это где-то с неба и пытаюсь вам сейчас внушить. Вы сказали с казаками, ну, в любом случае, да, воевали, потому что воевали тогда все со всеми. Ну, это не... Ну, но просто есть разница с казаками из-за того, что были непосредственными соседями. Там с востока у нас же Кубань тоже была Крымское ханство, там были кавказские народы и тому подобное. там все такое. А казаки были Пазли. соседями, и с ними торговали, и были взаимные набеги, как со стороны крымских татар, так и со стороны казаков. Но есть подтвержденные военные союзы крымских татар с казаками против поляков, против русских и тому подобное. Вы же это все знаете, если вы говорите, что вы хорошо знаете историю. Хорошо. Кем было ликвидировано Крымское ханство? Кем было завоевано? Российская империя. Вы знаете что-то про переселение, депортации крымских татар, например, в Турцию либо другие страны Восточной Европы? Нет, я этим не интересовался. Ну, есть такое, что крымские татары переселялись из-за того, что после оккупации Крыма были репрессии. Вы знаете что-то про красный террор? Нет. Это когда всю крымско-татарскую элиту, ученых, политиков расстреляли советские власти. Ну, это где Нуман Челебиджихан. Да, вот видите, вы знаете Нумана Челебиджихана. А это человек, который основал второе крымско-татарское государство, Крымскую Народную Республику, демократическую на тот момент.
Нет, я просто не вижу параллели между 17 годом создания советской власти и как-то параллели с Ну, Россией. Крымско-татарское государство в 1917 году ликвидировал Советский Союз. Ну а при чем Россия? А откуда происходил Советский Союз? Не с Москвы, разве не с России? Ну это уже, можно сказать, уже все 15 республик. Также и можно А сказать... все 15 республик объединились, так скажем, объединились. Ну, в также- результате чего? В результате, Также вот я, извините, я результате вас войны- перебью, просто ну, тут уже часто вот так вот тоже за вопросы задают, там, вот россияне вас депортировали, там, русские, там, ну, в принципе, это Сталин-то был не русский, он же был грузин, что Берия. Почему никто не говорит, что это грузины сделали, почему-то все время Ну, вот, Россия. И смотрите. опять же параллель Сталин- нынешняя Россия. Я смотрите, не защищаю сейчас Я, никакую страну, никого я не говорю, что вы обвиняю. защищаете. Я сейчас объясню, к чему я подвожу с этим разговором, что я хочу в результате понять, исходя из ваших слов. Сталин, даже если был этнически грузином, он продвигал русскую идею. И не запрещался русский язык нигде. В Грузии не запрещался во время Советского Союза русская культура, русский язык и тому подобное. Но при этом другие национальные какие-то субъектные проявления, там, украинцев, грузин, крымских татар, они везде почему-то запрещались Нет. и замещались русским языком, правильно? Соответственно, Согласен, для но чего? это же делалось не для русификации особо, чтобы единый более-менее понятный язык Даже нужно- если это делалось не для русификации, в результате произошла русификация? Вы на каком Я бы не языке, назвал бы это вы на каком русификацией. языке разговариваете между своими соотечественниками? На крымско-татарском языке. Молодежь на каком языке сегодня разговаривает между своими соотечественниками? Ну, у меня в роду дома разговаривают на крымско-татарском. Между собой молодежь, я имею в виду. С вами, со старшими, да, я тоже разговариваю преимущественно на крымско-татарском. В основном русский. Почему? Так же было и в советском, только понятнее. Не это ли результат русификации? Я не считаю так. То есть, когда один человек одной нации разговаривает со своим соотечественником на чужом для себя языке, это не результат... Ну, это в основном результат из-за того, что родители занимаются мало детьми и не учат языки, дома не разговаривают. В основном молодежь сейчас... А почему родители не учат язык? Потому что молодежь сейчас даже крымско-татарский язык не знает. Дома не разговаривает, как он может на улице с кем-то общаться. Почему не на разговаривают? татарском. Почему? Ну, наверное, потому что крымско-татарский язык не нужен, да? Ну, просто плохо учат родители. Это в основном родители, причем тут Россия. Там. А вы Поэтому они знают вы русский, на можете русском какой-нибудь разговаривают, документ в им этого Крыму, вы достаточно, можете я написать заявление в полицию, например, на крымско-татарском языке? считаю. Да. Его у вас примут? Ну, я ни разу не писал такие вещи, но я не знаю, есть ли вообще. А откуда вы знаете, что вы можете? Что? Откуда вы знаете, что вы можете? Ну, потому что я владею языком. Я узбекским Хорошо, я владею. понимаю, я тоже владею языком, там, я не знаю, турецком, но вы, условно говоря, если на турецком напишу заявление в полицию, у меня его вряд ли примут. Разве что, если я предоставлю юридически заверенный перевод, да, условно говоря. Но как документ, он какую-то определенную оперативную силу иметь не будет, только после нотариально заверенного перевода. Вы много видели в Крыму на крымско-татарском документы официальные, юридических, каких-то государственных учреждений, например? Ну, при надобности они выдают сейчас. Даже на конторах таблички висят на 3 языках в Симферополе. Это как было. Но вы сами видели документ на крымско-татарском языке? Документ я не видел. Но при надобности могут выдать и на крымско-татарском языке. Ну, с переводом заверенный тоже будет. У нас были вопросы по поводу такой исторической параллели. 1944 год, депортация. Вы сказали, что это не русские сделали, это сделал Советский Союз, правильно я вас понимаю? А как вы тогда относитесь к Советскому Союзу в таком случае? У вас народ депортировали, 46% крымских татар погибло в ссылке. Нас, когда было больше миллиона в Крыму, осталось там несколько сотен тысяч, а по итогу половина из этих несколько сотен тысяч погибло. Нет, ну именно к Советскому Союзу, исходя из этого, как-то так отрицательно относиться, я считаю неправильным. Я к Советскому Союзу как к государству, я считаю, это было нормальное государство. Которое депортировало Ну, вот разные видите, народы там вы и там убивало. как камень преткновения нашли и начинаете на это давить. Почему это? Хорошо, Зато у вас жили-то есть нормально. у вас есть в семье, которые, скорее всего, ваши бабушки, дедушки рассказывали, либо родители, скорее всего, родители же, наверное, депортировали, правильно? Им из было Крыма? по 11 лет, когда. Да. Вот. Они вам рассказывали про смерти, которые были в их семьях? Конечно, рассказывали. Вас это даже никак эмоционально не цепляло? Ну как это не цепляет? Конечно, цепляет. Почему депортировали крымских татар?
Ну, были предатели. Там же не только крымских татар, весь Крым же депортировали. Там и болгары. А почему пострадали. украинцев не депортировали? Русских почему не депортировали? Украинцы тоже были депортированы. Хорошо, У нас русских- вот а где русских- я жил, хорошо, украинцев депортировали, русских почему не депортировали? ну, об этом я не знаю, почему там были депортированы или нет. но Среди украинцы русских были. разве не было предателей? Армия Ну, с Власова, Крыма, армия Власова, русская армия Власова, националистическая русская армия насчитывала более 1,5 миллиона человек. Разве было хотя бы в приблизительном количестве крымских татар в целом столько нет? Разве это дает повод депортировать Нет, весь народ? а есть доказательства, что с Крыма не было депортировано русских? Я просто это не знаю. Хорошо. Даже если и были, что вряд ли, русские, которые были депортированы, а скорее всего они были просто посажены в какие-то колонии, не было ведь этнической чистки. Почему нельзя было тех предателей крымских татар, условно говоря, расстрелять даже, да, возьмем самый плохой сценарий, а почему нужно было весь народ депортировать? Не знаю. Это, если честно, вот знаете, я хочу остановить этот разговор, потому что, во-первых, сейчас ворошите историю как-то вот именно относительно касательно вот депортации и все перекручивать, это как-то... Я ничего не это прикручиваю. тоже, Я ну, почему задаю вам эти вопросы? Эти вопросы я задаю, чтобы понять, почему, условно Почему говоря, я служу в русской армии? да, правильно? которая, по сути, является правопреемницей того А, государства, а, которое репрессировало ваш народ. Ну а почему бы не служить? Сейчас мы под юрисдикцией России. Правильно? Вот. Под оккупацией. Ну, называйте как хотите. Жить и работать. Я считаю, это нормально. Жить и работать это нормально. Жить и работать нормально, но приходить с оружием, убивать людей это ненормально. Ну, я-то вообще-то не собирался. Ладно, это долгая история. Там. Ну Дело не вы, в смотрите, этом. я не говорю, что вы Во-вторых, убивали Вот кого-то. я хочу тоже так вот тогда догоночку спросить. Вот все знают, да, вот оккупация, там Россия захватила Крым. Что сделала Украина для меня, например? Ответьте мне, пожалуйста. Я Вот не я знаю. находился в Крыму, вот приехали Я не знаю, скорее военные человечки. Можно я договорю, как человек, который это все видел, за которым это наблюдал? Пришли там, ладно, там военные, там тогда там назывались зеленые человечки, вежливые люди, там, как мне назвать, это были российские войска. Вот, пришли. Так вы же даже, Украина даже своих военных не защитила. Был такой случай, вам известна фамилия Мамчур? Да? Майор. Вот, он даже, они когда остались без определенной военной связи, которая, как-то защищена, там, скажем так, от общего доступа, им пришлось по скайпу обратиться в Верховную Раду, сказать, ну вот такая у нас ситуация, какие наши действия. Я в этот день, это конец февраля, где-то начало марта получается, я в этот день целый день наблюдал за новостями, только к вечеру сказали, что Верховная Рада после долгих дискуссий приняла закон о легализации ЛГБТ. После этого меня вообще оторвало от Украины. Я не к украинцам, не путайте Украину и украинцев, именно как государство, как управление государством. У меня просто отвращение пошло. Сегодня 31 июля 2025 года. ЛГБТ в Украине до сих пор не легализировано. Вы знаете об этом? Знаю. А откуда тогда вы взяли такой закон? Ну как, по телевизору. А какой телевизор тогда был? Ну тогда еще Интер все ловил, это 1+1, у нас в Крыму еще тогда ловил. То есть вы это по украинскому телевидению увидели? Кого? То, что Украина приняла ЛГБТ? Вот когда в 2014 году, я же говорю, в начале марта, конец февраля где-то так. Ну, то есть это было украинское телевидение, потому что тогда уже... Да, это еще было. Интер 1+1. То есть это еще не оккупация была? Уже были войска у нас. Были? Мамчур обратился с просьбой дать ответ им, что какие должны быть у них действия, потому что они сказали, мы окружены, но насильственных действий не оказывается, склады с оружием опечатаны в двухстороннем порядке, мы не знаем, какие должны быть наши действия. Мы ждем ваших указаний. По скайпу пришлось им обратиться. Вопрос ваш, да задайте вопрос, который вы начали говорить. Еще раз. Вы задали вопрос, вы начали свой вопрос, что мне сделала Украина. Вы его до конца задали? Ну вот почему не протянули ни руку помощи, ничего. Вообще никакой реакции не было, даже на военных.
А вы сейчас мне говорите, что я Хорошо. пошел служить там. Хорошо. Ну, я в этом плане я с вами не спорю. У меня тоже есть огромные вопросы, почему так случилось. Но мы же с вами сейчас говорим о том, что одно государство пришло на территорию другого государства с оружием в руках, убивая, уничтожая людей и стирая с лица земли города. Хорошо, даже если, условно говоря, 2014 год, Крым, как многие говорят, сдали, не сдали, это тоже и сейчас, это даже в Украине, это предмет дискуссии, знаете, никто не смирился с этим в Украине в том числе, и никто не смирился с действиями власти 2014 года. Но вопрос же в другом стоит. Вопрос в том стоит, что крымский татарин, у которого по логике вещей, это лично мой вопрос, должна сохраняться какая-то определенная историческая память к тому, что происходило с его народом, лично с его семьей, как вы сказали. И он взял в руки русское оружие, одел русскую форму и пошел воевать. Просто, знаете, у большинства крымских татар, 90% людей, которых я знаю, кого я могу называть крымскими татарами, есть вот это понятие историческая память. И вы же, наверное, тоже понимаете, что особенно в 2014 году тот митинг показал, что крымские татары не согласны с тем, что начало происходить в Крыму. Ну, я тогда не обращал внимания на такие вещи. Ну, видите, как получилось. Да, я понимаю, что есть пропаганда, да, я понимаю, что есть обстановка, которая там. Я вас, как никто другой, понимаю, потому что я это все видел, проживал. Но Тогда кроме вас, настолько все быстро тогда все происходило. Тем более, просто кроме вас я знаю про еще один случай, когда крымский татарин попал в плен. И больше не знаю. То есть 2 человека, по большому счету, из крымских татар. 3. Ну, может, 3. Да. То есть пальцев на одной руке достаточно, чтобы пересчитать. Расскажите про то, как среагировали ваши родственники на то, что вы попали в плен. Нормально, потому что все были уверены, что я устраиваюсь, как было намечено, для восстановления мобильной сети. Сначала я должен был поехать. Я имею в виду, как они отреагировали на то, что вы попали в плен. А я не знаю. У меня нету до сих пор, вот через неделю, 6 августа будет 2 года, как нет у меня связи с домом, у меня нету номеров. У меня вообще не было связи. Письма пишу через Красный Крест, но ответа не знаю, не получаю еще. И не знаю, там туда доходит или не доходит. Угу. А кто вас ждет в Крыму? Кто в Крыму вас ждет? Братья, сестра. Когда я только попал в плен, надо же было документы там, чтобы для суда, для всего этого. Я просто успел отправить, ну как через СБУшников отправили голосовое сообщение на некоторые страницы родственников, в Одноклассниках. И все, больше связи не имею. Вы вообще вернуться планируете в Крым? Конечно. По обмену? Да. Вы надеетесь на то, что вас обменяют? Ну, надежда умирает последней, говорят. Сейчас посмотрим. После того, как вы вернетесь, если вернетесь, вы пойдете дальше служить? Что делать? Служить дальше пойдете? Нет, Почему? не хочу я служить. А если вы Я заставят? вообще-то и шел не на войну. Просто вы сейчас так раскрутили, не дослушали там, что как получилось. Не, я понял, что вы шли работать, зарабатывать деньги, потому что вы инженеры и выполнять какие-то инженерные работы, да. Но по факту вы оказались с оружием в руках на территории чужого государства. По факту вы по всему международному праву, к которому вы можете относиться по-разному, мы можем с вами относиться по-разному, но весь цивилизованный мир, даже в какой-то мере не цивилизованный, некоторые страны, которыми таких не считают, признает то, что эти все территории оккупированы Россией. И, по сути, вы пришли на чужую страну с оружием в руках. И не имеет значения, когда вы пришли, после того, как эти территории захватили или нет. Но вы, по большому счету, вы понимаете, что вы являетесь соучастником всех этих преступлений? И вы расцениваете это все как преступление? Ну, война есть война. Уже как бы не расценивал, я уже в рядах
российской армии. Уже там только выполняется приказ, так как и военный. Все. Там уже дезертировать, застрелиться, это уже не вариант. Понимаете? Вы мусульманин? Да, Верующий мусульманин? да. Ну, вы соблюдаете Ну, я не бешвах скажу, намаз? что нет. Во-первых, здесь условий нету, я скажу. Вот эта комната, где мы сейчас находимся, это комната для мусульман выделена. Видите, Я там знаю. намаз Лхлар, Куран. Да, но все равно это не те условия, где по 5 раз намаз делать. Ну хорошо, в эту дискуссию я не буду с вами входить. Вы знаете, что, исходя из вашей религии, ни в чем не винных людей убивать нельзя? Что там? Я плохо слышу просто. Вы знаете, что, исходя из вашей религии, ни в чем не винных людей убивать нельзя? Ну да, это в любой нормальной религии. Война, которая произошла, несет за собой последствия убийства мирных людей, которые ни в чем не виноваты? Обязательно. В войне без жертв не бывает. Любая война цепляет. Вот сейчас даже Израиль... Вы слышали, видели, возможно, бомбардировки украинских городов российскими войсками? Да, я видел, как и в Крым прилетает, Когда в Крым прилетало... и в Россию прилетает. Это сейчас можно это Нет, дискуссировать окей. очень долго. тоже. В Крым, когда прилетало, сколько людей погибло? М? Сколько людей погибло, когда прилетало в Крым? Вот один вариант, который вот реально вот, вас больше заинтересует. Вот Раздольнинский район, центр, поселок Раздольный, там нету ни военной части, действительно нету. Прилетело прям в супермаркет. Два человека пострадали, одна девочка погибла. Вообще никого не было там. Это хорошо, в такой момент прилетело. И далеко от касс тоже непонятно почему, для чего это было сделано сюда. Как вы думаете, в результате атак украинских вооруженных сил воздушных по территории Автономной Республики Крым, по вашим подсчетам, исследованиям, как вы говорите, сколько человек погибло? Не знаю. Ну, вы сказали о том, что погиб человек, правильно, и Да. девочка. Это точно то, что у меня Ну, то там есть родственники живут, это уже два. информация точно. А так какие-то эти статистику я особо не наблюдаю. Смотрите, еще есть погибшие, которые недалеко от Севастополя на пляже были. Да. Как говорят официальные источники, в результате ошибки российского ПВО, но об этом не будем сейчас тоже спорить. Вы можете говорить одно, и в Крыму могут говорить одно, что это украинская ракета и тому подобное. Потом есть случаи, когда ударили по штабу военно-морского флота в Севастополе. Ну, это уже после плена я толком не знаю уже. Ну, то есть, откровенно говоря, даже если есть мирные жертвы в Крыму, но это до десятка возможно. Пусть будет больше десятка. И то, и скорее всего, я сейчас преувеличиваю очень сильно. Вы видели, что происходило с украинскими городами? С чем все? С украинскими городами. Ну, это то, что ваши новости показывают, ну, украинские новости показывают. Вы своими глазами видели разрушение городов и сел? Нет. Не видели? А ваши сослуживцы рассказывали, возможно, что происходит в Бахмуте? Нет, с того направления никого не видел. А в каком состоянии село Работино? Ну, вот это я видел уже здесь по видео, потому что мы были под Работино, но мы его обошли слева, мы в саму деревню заходили. А у меня вопрос, как так получилось, что вы находились непосредственно в зоне боевых действий и не видели никаких разрушений? Потому что нас перебросили, через 2 дня я попал в плен, через 2 дня боя. Вы Мы нигде не были. не Ну, успели то есть увидеть. нас в Запорожье Всё, взяли, понял. перекинули, мы потом ночью марш-броском прошлись, и 2 суток в лесополосе под обстрелом просидели, и все. Так что мы ничего даже не успели ни увидеть, ни осознать, ничего. Нас перекинули, ночью перебросили, и все. А там, где мы до этого стояли, там ну, уже люди работают, учатся. Ну, где непосредственно мы стояли, там были вырыты окопы экскаваторами. И, как у вас сейчас показывают, там тоже открытые окопы. Там люди местные работали. Ну, 250, 200, 300, когда как люди приезжали каждый день и работали. Мы тоже там не в деревне, ничего, мы просто в поле
Ну, насосную станцию охраняли, и все. Там тоже мы никого ничего не видели. На Севашах, это, если эти края немножко знаете, там, ну, в основном вот это вот, Гдилое море еще называется. Потому что, вот вокруг Севашей мы недалеко. И вот с близлежащих селений. Ну, это недалеко от Новоалексеевки, Генический район, получается. Я понял. Так что мы никуда нигде не углублялись. Вот только вот перекинули нас. Мы только знали про Работино, это по телевизору. Мы даже не знали, как, где, ну, карты местности, где-то относительно Запорожья находится. То есть мы понятия не имели. Просто я потом понял, что когда меня в плен взяли, они показали, как мы шли, почему я знаю, что мы эту деревню обошли, потому что это ночь была, мы всю ночь шли. Вот отсюда я знаю, что мы Работино это обошли. Вы знаете, сколько крымских татар воюет на стороне Украины? Нет. Вы знаете какие-то случаи попадания в плен крымских татар в российскую армию, которые воевали со стороны Украины? До недавнего времени на стороне Украины воевало 2 крымско-татарских батальона, подразделения. Я когда-то слышал еще, ну, до СВО, скажем так, в Херсонской области батальон создавался. Больше я никаких информации не слышал. Как вы думаете, почему крымские татары, которые приняли для себя решение идти на войну, в своем большинстве, за исключением вот этих случаев, которые мы с вами назвали, приняли решение воевать за Украину? Не знаю. Не знаете? И догадок никаких у вас нет. Как вы думаете, почему крымские татары в 2014 году решили поддержать Украину? Ну, вот это те же митинги. Вы же сказали, что вы знаете про этот митинг 26 февраля 2014 года. Ну да, это я видел по телевизору и... Ну, я вам так Ну, скажу. Говоря откровенно, большинство крымских татар, так же, как и вы, задавались вопросами, почему нам тяжело жить в Крыму при даже украинской власти, потому что были и митинги, и стычки, и тому подобное, и ущемлялись наши права до 2014 года. Но почему это большинство крымских татар поддержало Украину? Нет никаких предположений, почему. У всех разные причины могут быть. А в целом? Я не углублялся, если честно. Когда вы жили в России, у вас были случаи, когда вы слышали, что крымских татар сажают в тюрьмы? Ну, вокруг меня этого не происходило. Ну, по новостям нигде ничего не слышали? Ну, я особо так по телевизору уже не следил. Возможно, вот начиная, скажем так, где-то с года 17-го, я вообще ни новости, ни что происходит, я просто абстрагировался от всего происходящего. А вы знаете, что крымских татар с 2014 года похищали, и они без вести пропавшие? Нет. Вы знаете, кто такой Эрвин Ибрагимов? Это парень, который один из самых известных случаев похищения крымского татарина, которого похитили, он до сих пор без вести пропавший. Это который с Белогорского района где-то? Нет, который из Бахчисарая. С Бахчисарая. Я знаю, что с Белогорского еще пропал. Ну, во время вот этих вот митингов. Хорошо. Вот вы знаете из Белогорского. Вы знаете, кто такой Ришат Аметов? Нет. Это человек, которого похитила русская самооборона еще тогда. Вы же знаете, что такое самооборона. Колорадские ленточки, жуки вот эти георгиевские. Его тело нашли изувеченным, и, если не ошибаюсь, оно было либо расчлененное, либо в таком состоянии, что было тяжело опознать. Нет. Почему такое происходило в основном с крымскими татарами в Крыму? Понятия не имею. Почему в Крыму крымским татарам вламываются в дома с обысками очень часто без причины, даже официальной? Не знаете? Мне в роду никому не приходило. Возможно, вы же в Крыму живете, может, от знакомых слышали. Не знаете даже про такие случаи? Ну, вот такие случаи есть. Ну, я, чтобы вы понимали, постоянно по командировкам, по работам, так что мне
Я понял. Я вот вообще не следил, не то, что там... я Тогда, даже- тогда у меня, вот я вам это сейчас все рассказываю и говорю, что вот было вот так вот с крымскими татарами, делали вот так. Вы верите моим словам? Ну, да, да, конечно. А как вы думаете, вот если вы верите моим словам, как вы думаете, почему именно с крымскими татарами в своем большинстве такое происходит? Еще раз я повторю. Если вы верите моим словам, как вы сейчас сказали, как вы думаете, почему именно с крымскими татарами в своем большинстве такое происходит в Крыму? Не знаю, не интересовался. До 2014 года при Украине происходило такое с крымскими татарами? Не обращал внимания. Я понял. Возможно, у вас есть какие-то вопросы ко мне? Нет. Что-то, может, хотите узнать? Ну, что узнать? Домой хочется и все. Вот, кстати, вот узнать, что там решается насчет осужденных там, по обмену, я смотрю, вообще мало меняет. Вы знаете, что... А крымских при мне только одного поменяли. Ну, чтобы вы понимали, при мне, говорю, за год и месяц моего нахождения здесь, именно в лагере. В других местах не знаю. Ну, походу, крымские в основном все здесь собирались. Ну, осужденные все на Захид-1 собирались. В чем причина? Крымские здесь все собирались? Ну, все осужденные, вот крымские, ЛНР, ДНР, это все здесь в основном были. Потом начали недавно только на 30-й переводить, и то там один, по-моему, отсюда перевелся, крымский, и все. И в прошлом году только одного поменяли. И то непонятно поменяли. Но вы граждане Украины, вы были осуждены за госизмену. Да, вы считаетесь обменным фондом, если вы хотите вернуться на оккупированные территории, либо хотите поехать на Российскую Федерацию, то вас, скорее всего, Украина отдаст за какого-нибудь другого. Ну, эквивалент имеется в виду, Да. там также осужденных. Может, и не осужденных, скорее всего, не осужденных. Почему? Потому что глава Офиса Президента, министр обороны, это тоже говорил. Тоже ваш соотечественник, кстати говоря, министр обороны Украины. Сейчас был, да, сейчас его назначили уже секретарем. РНБО. Да, вот. Они тогда сказали, что у россиян есть 3 принципиальных категории, кого они не отказываются отдавать. Это бойцы батальона Азов, это крымские татары и журналисты. А на сегодняшний день 178 крымских татар или 213 в пределах этих чисел являются политическими заключенными, то есть за свою позицию. Это проукраинская позиция, это религиозная какая-то история или еще что-то в этом роде. Статьи абсолютно невменяемые для адекватного человека. По 17, по 20 лет. Была осуждена девочка, которая ехала к своему отцу в Крым. Ления Умерова, вы слышали про такое? Показывали по телевизору. Ей было 20 лет. Ее тогда куда повезли? В СИЗО Лефортово. Недавно задержали еще одну девушку, крымскую татарку. Ей грозит пожизненное. Где, в Крыму задержали? Да. Люди, которые не убивали других людей, которые не воровали, не насиловали, жили так же, как и вы. Их это коснулось, просто вам повезло, вас это не коснулось. Почему так, как вы думаете? Понятия не имею. А что предъявляют? Что, ну, Предъявляют инкриминируют за госизмену, например. что? Тогда не знаю. Предъявляют терроризм, экстремизм. Вы до 2014 года слышали про террористов или экстремистов в Крыму? Ну, чтобы предъявить терроризм, это надо, чтобы с чем-то поймать, я так понимаю. Ну, то есть... Ну, нужно как минимум теракт сделать, наверное. Ну, можно не обязательно делать, можно как-то, Ну, или, что-то же должно быть. Да, я потом у понимаю. людей были определенные книги до 2014 года. Там Юс Бурдуа, знаете книжку? «Крепость мусульманина», знаете книжку? Вот книжка «Крепость мусульманина» в списке запрещенной литературы Российской Федерации. Эта книжка была у многих крымских татар, потому что там рассказывали, что нужно читать во время, какой дуа нужно читать Аштан сон, Аштан огне, Наса намаз халмах керек и тому подобное.
А люди не выбрасывали, потому что, ну, это же дуа. Ну, его нельзя выбрасывать, сжигать. Да, соответственно, когда начинали приходить к обыскам крымским татарам, находили эту литературу. Им писали экстремизм. Это справедливо? Я не знаю, в такие дела я уже как-то Хорошо. не настолько углубленный политик. Да я не говорю, что вы углубленный политик. Вы человек, который живет в Крыму. И я думал, что люди, которые Я пока живут... не приеду, сам не увижу своими глазами. Ну, вы там а находились так- просто до того, как пошли воевать, вы там находились. Ну, и- я верю в то, что я видел. А то, что ты где-то типа Я по телевизору... спрашиваю, Я ж слышали? почему... Я же не говорю, Почему что вы я, видели. почему я вот вам не смог ответить то, что там вот что происходило, вот, когда, ну, Белый дом в Симферополе, я почему сказал, не знаю, действительно я там не был, а то, что по телевизору, либо кто-то где-то услышал, если бы я сам был бы там, я бы еще поддержал бы этот разговор, продолжил бы, а так я там не был, там, где я не был, я как-то в последнее время, я поэтому с 17-18 года я вообще даже не знаю, какие партии есть, какие партии управляют, я вообще в политику никак. Меня интересовало Я почему работать вас там, спрашиваю? кормить семью. Я вам объясню, почему я у вас эти вопросы спрашиваю. Потому что по моей логике, потому как жил я, люди, которые были вокруг меня в Крыму, здесь, человек, который живет в пределах определенного региона, так или иначе, краем уха слышит о том, что происходит в этом регионе. Вы недавно относительно были в Крыму. Вы это все, по идее, по моей логике, должны были как минимум краем уха слышать. Поэтому я это у вас Вот я же спрашиваю. говорю, поэтому я даже, если что-то начинается разговор, я всегда абстрагировался, тем более я в последнее время в основном в Ялте, там стройка, короче, не до общественного мнения, я даже такие вещи, ну, абстрагировался вообще напрочь. Потому что кто-то что-то говорит, вот это мнение одного не совпадает мнение, вот это вот постоянно грязня, мне это уже настолько все надоело, что вот отношения человека между человеком, поэтому я уже был сам по себе и все, предоставлен самому себе. То, что непосредственно меня касалось, да, тогда интересовало. Либо я присутствовал бы при чем-то, ну, при происхождении чего-то там. Поэтому я далек от много чего. Как вам правильно это объяснить? Вот полная абстракция получается. Я не знаю, смогу ли я вас понять, даже если вы будете мне объяснять это все. Ну, я сказал, как есть. У меня вопросов больше нет.